Североосетинский информационный портал «15-й регион» представляет. О нем говорят как о вымирающем языке. Его сохранением и развитием заняты умы ученых. Другие же, наоборот, обвиняют в ложном искусственном сгущении красок, не желая верить тревожным прогнозам. И тем не менее, факт остается фактом. В марте этого года ЮНЕСКО опубликовала обновленную версию атласа вымирающих языков мира. И в год 150-летия со дня рождения великого осетинского писателя Кустахи Тагурова, основоположника осетинского языка и литературы, национальный язык причислен ЮНЕСКО к исчезающим. Эта программа объективна, и сегодня о том, почему мы не разговариваем на своем родном языке. 2500 из почти 7000 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Таковы данные ЮНЕСКО. В этом неутешительном списке язык горских евреев, адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, а также осетинский. К числу встревоженных и обеспокоенных всегда относились те немногие, искренне переживающие за судьбу языка. Ученые-лингвисты, языковеды, историки, учителя, которые считают, что одна из причин этой проблемы в отсутствии общения с ребенком на родном языке внутри семьи. Многие родители просят перевести с владеющей группы в невладеющую. Наверное, они хотят оказать медвежью услугу, своим детям, забывая о том, что дети подрастут, вырастут, выйдут в люди, в жизнь, и им, конечно, понадобится и язык, и традиции, обычаи. И вот это, наверное, от родителей, больше от родителей. Если родители говорят, что дальше Ильхотова им язык не нужен. И таких случаев немало. О чем думают родители, остается догадываться. Но вряд ли о проблеме сохранения языка. И в то же время в школе есть группы для невладеющих, где учат осетинский язык, литературу, традиционную культуру осетин, дети разных национальностей. Я считаю, что наше поколение должно сохранить это величайшее достояние, которое досталось нам от наших предков. И мы должны выполнить свой долг и донести это до наших младших поколений. Дети изучают осетинский язык, литературу, разговаривают на родном языке, но зачастую лишь на уроках. Общаются между собой, обсуждают свои проблемы, делятся впечатлениями на богатом русском, забывая о не менее богатом осетинском. Вытеснение осетинского языка на обочину социальной жизни не могло не повлиять и на его развитие структуры, лексики, терминологии, в какой-то степени даже грамматики. И, к сожалению, за полвека его такого некого подпольного существования или существования только на уровне семьи и быта привело к тому, что жизнь вокруг менялась. Появлялась масса новых реалий, масса новых понятий в нашей жизни. В осетинский язык они не проникали, и осетинский язык не создавал соответствующие средства обозначения этих новых вещей, новых понятий, не развивалась его терминология. Или мы срочно предпринимаем меры по расширению, восстановлению социальных функций осетинского языка в максимально возможном количестве сфер, или боюсь, что мы можем пройти точку невозврата. Кафедра ЮНЕСКО СОКПИ была создана в 2005 году. Все свои силы научные сотрудники бросили на решение проблемы сохранения языка в сфере образования и нашли подходы, которые легли в основу республиканской концепции национального образования, основанной на принципах полилингвальности и поликультурности. Она предполагает создание в республике 3 типов образовательных учреждений – осетинско-русская иностранная школы, русско-осетинская иностранная и традиционные школы. Первый тип для сельской местности, где дети думают и разговаривают на родном языке. Осетинский язык будет иметь самые серьезные гарантии развития и сохранения только в том случае, если он будет являться языком обучения. Мы не предлагаем и не предполагаем, что осетинский язык будет вводиться в качестве языка обучения там, где для этого не будет условий, то есть не будет владения им. Но там, где мы имеем контингент учащихся, владеющих осетинским языком в достаточной степени, естественно, что в первую очередь речь идет о сельской местности. Там начать образовательный процесс на осетинском языке, это не просто, скажем, было бы лучше. Это было бы однозначно гарантией качества их образования. Не только языкового, но и общего образования.
Уже готовы учебники по всем общеобразовательным предметам на осетинском языке в обоих литературных вариантах – и на иронском, и на дегорском. И ребенка в селе отнюдь не обрекают на обучение исключительно на осетинском языке, а будут лишь закладывать фундамент знаний в первые 2 года на родном ему языке. Начиная с 3-4 класса наши учебники становятся двуязычными, то есть они становятся осетинско-русскими. И уже в 5 классе мы практически по всем предметам переводим их на русский язык обучения. Но при этом сохраняем еще изучение 7 предметов на осетинском языке. Во-первых, это предметы, которые будут служить для существенного развития литературной осетинской речи у детей. Это сам осетинский язык, осетинская литература, это музыка, это изобразительное искусство, история Осетии, география Осетии, традиционная культура осетин. Таким образом, изучение этих 7 предметов до 11 класса позволит развить их осетинскую литературную речь до идеала, я считаю. А с другой стороны, среди этих предметов нет ни одного предмета, который бы заканчивался единым государственным экзаменом. Таким образом, обучение на осетинском языке в средней школе никоим образом не грозит социальным перспективам выпускников этих школ. Мы не зацикливаемся на всем осетинском, мы не ограничиваемся территорией Осетии северной или южной. У нас материал идет так: Осетия, Россия, мир. Основное их отличие, возможно, от других учебников того же русского языка в том, что здесь главный принцип коммуникативный. Мы учим детей общаться, мы учим детей говорить, мы учим детей воспринимать осетинский язык, а через осетинский язык воспринимать осетинскую культуру, а через осетинскую культуру, через призму воспринимать уже культуру всех других национальностей. Учебники, учебно-методические пособия, словари разработаны и для невладеющей осетинским языком категории учащихся. Ученые уверены, изучение осетинского языка по специальным методикам позволит вывести владение родной речью на новый уровень. Если он будет оставаться для них только предметом изучения, он останется пассивным языком. И изучение английского языка на протяжении 10 лет, что сейчас во всех школах, ведь не делает для этих детей этот язык активным, а с другой стороны, этих детей не делают англичанами. Вот боюсь, что изучение осетинского языка как предмета, даже осетинскими по происхождению детьми, не сделает для них этот язык активным, и мало даст, что для их возвращения к осетинской культуре национальной. А вот хотя бы частичное обучение на осетинском языке в среднем звене позволит активизировать этот язык у этих детей и сделать его более полноценным ключом, инструментом доступа к осетинской национальной культуре. Школы «Диалог», «Интеллект» и «Эрудит» – 2 учебных заведения Цхинвала, школы в Гизеле, Хазнедоне и Дегоре. Пока речь идет об экспериментальной апробации этих учебников. На кафедре разработали учебно-методические пособия и для работников дошкольного образования, чтобы уже и на этом уровне приобщать детей к родному языку. Это целая серия не учебников, а учебно-методических комплектов. Как уже было сказано, кроме самого учебника сюда входит, если это начальная школа, то прописи, то рабочая тетрадь. Здесь есть лингофонный курс. Есть даже песни, записанные на осетинском языке, которые дети разучивают. И есть даже мультфильмы, переведенные на осетинский язык. Это все очень интересно и очень доступно. Очень большой интерес к этим учебникам со стороны общеобразовательных школ города Владикавказа. Обращаются учителя, обращаются директора школ. Мы предоставляем возможность получить в электронном варианте эти учебники и уже по мере возможности школ, родителей, учителей обеспечивать учащихся до того периода, когда мы сможем издать типографским образом наши учебники. Следует отметить инициативу и мэра города Владикавказа Сергея Шамовича Дзантьева, который заинтересовался этой перспективой и предложил вариант, по которому мэрия могла взять на себя обеспечение такого промежуточного, экспериментального издания наших учебников осетинского языка для невладеющих, для всех школ и каждого учащегося города Владикавказа. Translate, please. My name is Zarina. My name is Zarina. Thank you.
Перевести слова с осетинского на английский, с английского на осетинский для детей школы «Диалог» уже несложно. Здесь созданы полилингвальные классы, и в образовательном учреждении идет эксперимент. И, как отмечают родители и преподаватели, довольно успешно. Я, как учитель английского языка, сама могу сказать, уже 5 лет работаю в этом классе. Я довольна очень и работой кафедрой, и работой наших учеников. И со смелостью могу сказать, что эксперимент удался. Прежде всего полюбили все язык. Я лично не радуюсь на своего ребенка, как она любит осетинский язык. И читает, иногда и газеты просматривает, я с 1 класса научил. Нокзал, журнал получает. Здесь реализуется и осетинско-русская, и русско-осетинская модели образования, разработанные кафедрой ЮНЕСКО. И сейчас дети свободно разговаривают на родном языке и не видят никакой сложности в изучении математики на осетинском. Добрый день. У вас есть учебник осетинского языка для 6 класса? Нет. У нас только в наличии 1 класс имеется. Кому из родителей, чьи дети учатся в средней школе, не знакомы ежегодные поиски учебников по осетинскому языку и литературе? Несколько лет назад в школах открыли группы для невладеющих осетинским языком учащихся. А вот обеспечить детей учебниками не смогли. Издали учебники лишь для 3 классов. У нас в школе нет учебников для 6 класса, для 7 класса, для 8 осетинской литературы не хватает, для 9 класса тоже осетинской литературы нет. А в русских группах мы в основном работаем по учебникам, которые были изданы тоже давно. Например, в 9 классе могли заниматься по учебнику для 3 класса. Конечно, это очень плохо, и это большой минус. Но сейчас, уже вот год, как мы утвердили на Республиканском экспертном совете по экспертизе учебников, по утверждению учебников, мы утвердили все 11 учебников для невладеющих осетинским языком. Значит, 1 учебник для 1 класса, новый учебник для невладеющих осетинским языком мы уже издали, 2-й год по нему занимаются. Это полный учебно-методический комплект. Не хочу прогнозировать, но планы есть, что в течение 2 лет все учебники для невладеющих осетинским языком будут изданы и поступят в школы. Одно дело приобщать детей к языку на уровне детских садов и школ, благо есть обнадеживающие предпосылки. Другое – вернуть целое поколение молодых людей к родной речи. Многие из тех, кто по тем или иным причинам не понимает и не знает осетинский язык, находят выход в том, что изучают осетинский как иностранный в языковых школах. Родители не заинтересованы в том, чтобы их дети знали родной язык. Не заинтересованы. Даже приходят в школу, когда они просят посадить своих детей вот в русские группы, так как нам тяжело учить осетинский, это очень бывает обидно. А с другой стороны, вот приходишь в эту школу, и когда взрослые люди приходят и говорят, что хотим знать свой родной язык, очень приятно бывает. Осетинский мой не родной язык. Просто я 5 лет прожила за границей в Дании и как бы общалась с разными людьми, иностранцами, и все спрашивали, а какой это язык, и скажи что-нибудь. Мне так стыдно было, родилась, 20 лет прожила тут, и сказать нечего было. И вот многие люди, студенты с бывших стран СНГ, все знают, естественно, русский и свой. А мне как-то было так неприятно. Я вот вернулась домой и сразу решила начать учить его. Этот ролик с неутешительными прогнозами ЮНЕСКО вызвал массу откликов, телефонных звонков со стороны населения Осетии. Как положительных, так и отрицательных. У кого-то даже была позиция «уберите, стыдно», не осознавая, что если закрывать глаза на проблему, будет еще хуже. Пусть там, допустим, из 100% задумывались над этой проблемой 20, да?
Но ведь это уже хорошо. Поймала себя недавно на такой мысли. Я иду по улицам нашего города и не слышу родного языка, родной речи. Я слышу разные наречия, все говорят на своих языках, и это прекрасно, в общем-то, так сказать, вполне достойно уважения, но я не слышу своей родной речи. Никто не имеет права отнять у ребенка то, что ему принадлежит по факту и по праву рождения. Он осетин, и он должен знать свой язык. Рашза патиманам водиш курдеттадар, анаудонайдар набонсар науфала сардагдар артар чиражндую абонент вдайсы пар на вас фонс. В эфире Казбек Лалев и Залина Налдикоева. Это из их уст мы слышим ежедневно родную речь. Они одни из тех, благодаря кому молодые люди начали слушать осетинскую музыку. У них много слушателей, и они смогли заинтересовать людей родной речью. Сегодня время интернета, сегодня совсем другие времена. Мы от этого не можем закрыться и скрыться здесь, в горах, здесь, в Осетии. Этим живут, особенно молодежь этим сегодня живет. Проблема в том, что те, кто носит осетинский язык, не делают так, чтобы осетинский язык был востребован и в этом для молодежи. Для молодежи, например, сегодняшние ценности и вообще преподношение осетинского языка, они никак не совпадают с сегодняшним временем. Спокойно можно сделать так, чтобы для них это было востребовано, модно, чтобы на осетинском языке можно было поговорить и о дискотеке, и об интернете, и о том, чтобы как провести, например, и свадьбу, и день рождения. Во всем мире проблему сохранения языка решают двумя наиболее действенными методами. Первое – путем совершенствования и развития системы национального образования и через средства массовой информации. В 21 веке это уже электронные издания. Википедия на осетинском, сайты, обучающие языку, многочисленные форумы. Здесь люди общаются на осетинском, обсуждают проблему исчезновения языка. Язык должен окружать нас везде. Больше родной речи с экранов телевизоров и радиоприемников, прессы и интересной литературы. Аслан Касаев – студент факультета осетинской филологии СОГУ. Молодой поэт, автор многих стихотворений на родном языке. Он, как и все, кому близок родной язык, переживает за его судьбу и верит в его развитие, а не исчезновение. Я хочу донести через свои стихи в первую очередь любовь к языку. Потому что я не скажу, что я пишу на сложном языке. Я пишу на довольно-таки на легком языке, чтобы всем было понятно. И они наслаждались, чтобы моими стихами. Ученые справедливо отмечают, развитие языка предполагает его максимально полное функционирование в политической, экономической, общественной, культурной и социальной жизни общества. Начнем с малого. Во Владикавказе даже нет табличек с названиями улиц на осетинском языке. Это лишь исключение из правил. В лучшем случае на осетинский язык дублируются лишь названия государственных учреждений. И любой гость республики, знакомясь с городом, не сразу поймет, что это национальная республика. Нас окружают вывески магазинов, салонов, развлекательных заведений исключительно на русском. А между тем ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособность языков по 9 критериям по отношению к языку внутри общества, по числу носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов. Герман Елеев – студент 5-го курса факультета иностранных языков СОГУ. Планы молодого человека связаны с немецким, а не осетинским языком. Это и понятно. Планируемая поездка в Германию, дальнейшая учеба и, соответственно, работа. Мне бы хотелось дальше пользоваться своим родным языком, но я думаю, что в дальнейшем мне осетинский язык как таковой не пригодится. Как признаются сами молодые люди, они редко между собой общаются на осетинском, лишь изредка дома, с родителями, и находят этому свое вполне разумное объяснение. Образование у нас на русском языке, телевидение на русском, все на русском. Все равно это здесь у нас сейчас тоже первый язык русский. Молодежный театр «Амуран» – одни из тех, благодаря кому осетинский язык проникает через юмор и творчество, что называется, в широкие массы. Их любят зрители, у них много поклонников, и на их концертах всегда аншлаги. Они сочиняют на доступном осетинском языке, а потому их творчество понятно практически всем. Мы именно мыслим на осетинском языке, так преподносим то, что хотим сказать зрителю. Считаем, что это является одним из самых действенных методов пропаганды языка вот именно в настоящее время, когда сложно вот сейчас тяжелым языком, научным или литературным осетинским языком
достучаться до сердца молодого человека, в частности, осетина. И когда мы начали стесняться осетинской речи, когда перестали думать на родном языке, почему посчитали немодным, ненужным общаться на языке предков? Сегодня поиск ответов на эти вопросы уже не первостепенная задача. Средства хранения и передачи информации, хранилище всего того, что народ приобрел в ходе своего исторического развития, стремительно исчезают. И что будет с языком? Осетинский язык – это тоже оберег нашего народа, вы понимаете? И если мы так бездумно к этому относимся, то наше будущее непредсказуемо. И это должно беспокоить, каждого осетина. Все языки ЮНЕСКО классифицируют по 6 категориям. Язык находится в безопасности, положение вызывает опасения, язык под угрозой исчезновения. Далее язык находится в серьезной опасности, затем пребывает в критическом состоянии и язык исчезает. И хочется верить, что до конца этого пути осетинский язык еще не скоро дойдет. И тревожные сигналы, которые беспокоят ученых, вопреки скептикам, услышит каждый житель Осетии. Это была программа «Объективно». Мы в эфире ровно через неделю. Регион15.ру